процентов. А теперь новость для тех, кто на средства материнского капитала решил улучшить свои жилищные условия. Теперь эти деньги можно полностью потратить на строительство или реконструкцию частного дома. Правда, перечень документов, которые должны были предоставить претенденты, до поры не был составлен. Сегодня этот пробел устранен. Подробности у Людмилы Спиридоновой. У Сысоевых 6 детей. Семья большая, дом маленький. Поэтому материнский капитал решили направить на улучшение жилищных условий. Купить дом не смогли, не хватило. Нам предложили через микрофинансирование. Там оставляют 40 тысяч. Но я не согласна была. Я сказала, я говорю, пока не получу 100% материнского капитала на руки, я говорю, не отступлюсь. Воевать не пришлось. Полгода назад правительство официально разрешило потратить деньги на строительство частного дома, но установило порядок. Сначала выдать только половину денег, оставшуюся после того, как станет ясно, что средства потрачены именно на стройку. Сысоевы с условиями согласились. Деньги получили и уже потратили. Половины материнского капитала хватило на первый этаж. Может, сэкономим же. Где-то внутри обделка, да что-то останется, окна, двери. А второй этаж уже сруб у нас есть, готовый, дома стоит. 6 на 6 тоже, на второй этаж. Там уже 3 комнаты, наверное, будут, скорее всего. Теперь нужно получить вторую часть денег. Уже начали собирать документы. В этом году Сысоевы второй этаж возводить уже не будут, не успеют. На вторую оставшуюся часть от материнского капитала закупят строительный материал. Закупаться будут зимой, потому что тогда все дешевле. В Игринском районе сегодня несколько семей, которым уже пора получать вторую часть материнского капитала. В Можгинском куда больше, около 50. Но пенсионный фонд деньги сможет выдать только после того, как семья принесет документ, подтверждающий целевое использование средств. Правда, до сих пор не было ясно, кто будет заниматься проверкой строительства. Нормативный документ, принятый правительством, внес ясность. Четко прописано, что орган, выдавший разрешение на строительство жилья территориально, должен будет актировать именно и зафиксировать целевое использование денежных средств первой части, которые получили молодые семьи. С этим документом и новым заявлением молодые семьи подходят в пенсионный фонд. В пенсионном фонде поясняют, такие меры необходимы для того, чтобы исключить мошенничество, чтобы помочь только тем семьям, которые действительно хотят жить в самостоятельно построенных домах. Людмила Спиридонова, Анатолий Тронин, Вести, Удмуртия.